И на самом в общем, деле, я сегодня слышала, человек. Я очень сегодня, люблю возможно, будет бессонная ночь. Думаю, вам тоже Боже, понравится. Грета, ты В этом серьезно классе в это мы будем его веришь? изучать. Это В детские прошлом мы сказки, изучили всего страшилки, и такого одно его реально не произведение. будет. И мне Дилари, кажется, что как вам можно тоже оно такое очень говорить, запало если в тебя даже душу, на как и свете мне. этого не Мне было, вообще когда все его последняя судная произведения ночь. запоминаются, потому что Слушай, это возможно, просто потому что это прекрасно. бред. Пушкин Такого величайший даже быть не человек, и вы может. должны знать Слушай, всю его Дилари, если ты мне не биографию. веришь, то Если давай даже нет, поспорим, то будет вы ли будете сегодня считаться судная ночь. странными Так в как всегда, обществе, я потому осталась что права. все знают Ну-ну, Пушкина давай. как И, величайшего кстати, человека, ты не хочешь просто сегодня остаться у меня на хорошего поэта, ночевку? просто У меня как раз сегодня величайшей дома души никого нету. человека. Так, девочки, хватит болтать. Я весь урок наблюдаю за вашей болтовнёй. У меня, кстати, есть для вас всех важная новость. И, собственно, новость не очень хорошая, потому что правительство объявило, что сегодня будет судная ночь. Вам следует к ней подготовиться, поэтому сейчас я отпускаю вас всех по домам. Я надеюсь, что вы встанете на сторону добра и не будете никого убивать и никого грабить, потому что это плохо. Я советую вам просто отсидеться по домам и никуда не выходить, потому что это опасно. И когда я была маленькая, я и сама застала судную ночь, и это ужасное зрелище, поэтому советую вам просто сидеть дома и никуда не выходить. Это очень страшный день, и про него не стоит шутить, и в это стоит поверить. О боже, в это только сумасшедший поверит. Какая еще судная ночь? Да, Джейк, наверное, это единственный раз за всю жизнь, когда я соглашаюсь с тобой. Ну, даже если вы не верите, то, пожалуйста, я прошу вас, просто сидите дома, не нужно ничего проверять. Просто посидите дома, и потом вы сами узнаете, что это правда. И не выходите на улицу, это даже дома небезопасно в судную ночь. И, кстати, вот ваши телефоны, держи, Джейк, это твой. Так, Оливия, это твой вроде, забирай. А это, Грета, твой. Остальные не сдали телефоны, что очень плохо, и в следующий раз я проверю. Что ж, желаю всем пережить эту ночь без происшествий. Вот видишь, Дилари, я опять была, как всегда, права. Ладно, пошли домой уже. Грета, я все равно в это не верю. И да, пошли. Дилари, я просто не понимаю, почему ты не можешь в это поверить. И, кстати, я надеюсь, что мы сегодня реально будем сидеть дома и никуда не выходить, потому что мне страшно. Да, я, в принципе, никуда и не собиралась. Ну, только если в магазин за едой, потому что вдруг реально будет эта судная ночь. Я уже даже начала в это верить немного, но не сильно пока что. Кстати, что это за письмо? Ну, не знаю, может, родители оставили. Кстати, Дилари, мой телефон вроде у тебя. Можешь дать, пожалуйста? Я хочу в нем посидеть. Не знаю, как ты, но я пока что отдохну. Странно, неизвестный какой-то звонит. Не люблю, когда такое происходит. Ну ладно, не буду брать. Письмо. Что за письмо? Оно не может быть от моих родителей. Кто его сюда положил? Не знаю, Дилари, может, ты ошибаешься, и это реально твои родители его туда положили. Ну, давай прочитаем. Так, ну тут не написано от кого, но внутри что-то же должно быть. Тут какая-то записка. Приветик, Дилари, я знаю, ты не поймешь, кто я, но это и не важно. Сегодня не засыпай, ведь я приду к тебе. Что за бред? Кто это оставил? О боже, что? Дилари, дай сюда. Господи, что это такое? Здесь же небезопасно будет находиться, Дилари. Грета, спокойно, просто кто-то решил подшутить над нами. Мы закроем дверь и будем в безопасности. Я пока что схожу в магазин. Там темнеет уже, конечно, но продукты нам надо, так как у нас всего по нулям. Блин, после прочтения этой записки мне теперь страшно одной тут будет. Давай быстрее, пожалуйста. Ладно, я туда и обратно. Дверь я закрываю, так что не бойся, ты в безопасности. О боже, там уже ночь на дворе. Грета, пока мы разговаривали. Все, бери свой телефон, ложись спать, либо бери, играй, я пошла. Ого, тут даже продавца нету. Стоп, что там происходит? Я никому не скажу. Джейк, ты что, совсем спятил? Что ты делаешь? Боже, как всегда, все не по плану идет из-за таких, как ты. Ну ты что, идиотка, неужели я недостаточно напугал тебя своим письмом? Сидела бы и не рыпалась.
Господи, Джейк, ты что, вообще больной? Положи нож, что ты вообще делаешь? Господи, Дилари, ты не должна была сюда прийти, я же оставил тебе это дурацкое письмо, господи, я бы убил тебя прямо здесь, но к твоей великой радости тебе повезло. Господи, я просто пришла в магазин за продуктами, что происходит? Меня чуть не убили. Боже, надо срочно брать продукты и уходить, пока кто-то еще такой не пришел. Возьму немного продуктов на первое время, думаю, этого хватит. Вдруг еще кто-то такой ненормальный придет. Господи, судная ночь, что была правда. Зачем я сюда пришла? Хорошо, что я живу недалеко от магазина, мне недалеко идти. Как же мне страшно. Как же я надеюсь, что этого хватит, и мне больше не придется выйти сюда. Грета, просыпайся, я пришла, меня чуть не убили в магазине. Знаешь, кто это был? Это был Джейк. Стоп, подожди, давай ты успокоишься, присядешь и расскажешь мне все по порядку. Так, Дилари, давай, успокойся, расскажи мне, что произошло. В общем, я пошла за продуктами в магазин и увидела там такую картину. Джейк и наша учительница, они стояли, и Джейк поднес к ней нож. Он хотел ее убить, видимо. Она просила его, она умоляла его не делать этого. Я подошла к ним и сказала ему, спросила, что он делает. И он подошел ко мне с ножом. Она ушла, и он просто оставил меня. Я быстро собрала продукты и пришла домой. О, господи, Дилари, это так ужасно, даже представлять не хочу, что было бы, если бы он тебя не оставил. Ладно, держи, выпей кофе и успокойся, пожалуйста. Но, слава богу, все обошлось, я так рада. Джейк, он сказал, что еще вернется за мной. И он сказал, что это письмо, это от него письмо. Как он проник ко мне в дом, как он оставил его. Что? Ты серьезно сейчас? Господи, теперь и мне будет очень страшно. Я думаю, нам лучше лечь спать. Грета, какой спать? Ну ты что, не слышишь? Он сказал, что это письмо от него, и у него есть способ проникновения сюда. Какой спать, Грета? Ладно, я успокоилась. Надеюсь, что он просто пошутил. И письмо это тоже просто шутка. Ох, Дилари, я тоже надеюсь, что он пошутил. Кстати, давай найдем что-то про судную ночь, потому что мне не так много известно про нее. Ну, да, давай, чтобы больше знать про нее. Слушай, тут написано, что система может оповестить нас, если судная ночь будет длительностью несколько дней. Серьезно? Судная ночь может длиться несколько дней? Ну, получается, что да, но я надеюсь, что такого не будет. Так, ладно, что там еще есть? Ну, тут есть какой-то сайт с рейтингом убийств в судную ночь. Что это такое? Что? Какой еще, мать его, рейтинг? На этом сайте также написано, что если человек в судную ночь не сделал ни одного убийства, то он исчезнет. Стоп, но как так может быть, если судная ночь уже прошла, а мы все еще не исчезли? Но тут тогда остается вариант с тем, что судная ночь будет длительностью несколько дней, и система оповестит нас об этом. Но если на этом сайте написана правда, то я не понимаю, почему учительница на уроке сказала, что нам нужно встать на сторону добра и не убивать никого. Может, ей просто выгодно, чтобы мы сидели дома и никого не убивали и исчезли? Грета, ты что, я не думаю. Она, конечно, сумасшедшая, но не настолько же. Тем более, какая ей может быть от этого выгода? Мне кажется, никакой. Ну, знаешь, мне кажется, что у нас просто пока что мало информации и нужно поискать еще. Я думаю, что если хорошо поискать и спросить у кого-то, возможно, у кого-то постарше, то можно обязательно найти какие-то зацепки. Ну да, возможно, ты права, но пока нету доказательств, это звучит. Кто там еще звонит? Алло? Привет, Дилари, это Джейк. Я бы хотел тебя пригласить поговорить. О боже, Джейк, ты думаешь, после вчерашнего я приду к тебе? Ты думаешь, я поверю тебе? Вдруг ты меня убьешь? Слушай, если ты не заметила, то в судная ночь есть слово «ночь», так что днем тебе безопасно будет находиться со мной. Ладно, давай тогда встретимся в кафе Китти. Да, хорошо, я тебя жду.
Грета, в общем, тут такое дело, мне нужно отлучиться ненадолго, думаю, где-то на часик. Меня Джейк позвал навстречу. Что, Дилари, но он же может убить тебя. Ты же только вчера пришла вся заплаканная и испуганная после того, как он тебя чуть не убил. Слушай, он не убил бы меня, это во-первых, а во-вторых, он прав. Днем он не сможет мне причинить вред. Пока меня не будет, ты поищи какую-то информацию про судную ночь. Может, какие-то новые зацепки найдутся, и мы поймем вообще, что происходит. Ладно, хорошо, я постараюсь что-то найти, но если у тебя что-то будет не так, то звони мне обязательно. Грета, не волнуйся. Кстати, вот, блокнот, сюда записывай все, что найдешь, когда я приду, озвучишь мне. Да, хорошо, Грета, давай, удачи тебе. Кстати, когда придешь, тоже расскажешь, о чем вы там говорили. Да, давай, до встречи. Дорали, привет. В общем, я хотел извиниться за вчерашнее. Просто ты не должна была появиться там, и ты немного испортила всю ситуацию, ну... Что? Я испортила? Да я просто пришла за продуктами в магазин. В смысле испортила? В общем, ладно, давай просто забудем об этом, пожалуйста. Я еще раз извиняюсь. Просто тебя не должно было быть там. И ты мне даже не объяснишь, что это вообще было, почему ты хотел, что ты вообще хотел с ней сделать, что это вообще было. Ты не объяснишь мне, нет? Дорали, извини, пока что я не могу тебе объяснить этого, но, возможно, позже. Понятно, Джейк. Зачем ты тогда меня позвал вообще? Какая тема? Ты мог и по телефону извиниться. Ну, я позвал тебя не только, чтобы извиниться. Стой, присядь, пожалуйста. Вот, да, я сяду тут рядом. В общем, я хотел тебе давно сказать, что... Блин, прости, пожалуйста, мне звонят. Я вернусь сейчас. Антонио, ты как всегда все портишь. Сейчас неподходящий момент, я занят. Ладно, сейчас буду. Встретимся на нашем месте. Слушай, Дорали, тут такое дело. Мне нужно срочно идти. Извини, пожалуйста, счет оплачен. Ты можешь идти. Извини, в следующий раз встретимся, я тебе все расскажу. Стой, Джейк, ну... ладно. Супер. Только время потратила зря. Ладно, я тогда тоже пойду. Серьезно, еще и лифт. Так, ладно, хоть в магазин сходила, можно идти домой. Слушай, Антонио, так получилось. Я же сказал, какие были обстоятельства. Я не мог убить ее при... Стой, там кто-то есть. Надо проверить. Блин, и что теперь делать? Дилари, что ты тут делаешь? Я просто шла домой с магазина. Так, стой. Ты что-то слышала? Джейк, вы так часто с ней встречаетесь, что мне уже даже кажется, что это судьба. Знаете что, сами тут разбирайтесь, я пошла домой. Слушай, Джейк, почему ты еще не сказал ей? Ага, у меня к тебе встречный вопрос. Почему ты не можешь закрыть свой рот, когда это надо? Да я ничего такого и не говорил. А вот собираешься ли ты говорить ей то, что хотел? Я не знаю, мне страшно пока что, вдруг это не взаимно. Тем более, если это даже будет взаимно, я не смогу держать от нее нашу работу в секрете, мне придется ей все рассказать. Так, в чем проблема? Она вроде уже не маленькая и не глупая девочка, расскажи ей сегодня обо всем. А знаешь, так и сделаю. Ого, ничего себе! Вот, это надо точно записать. Так, что тут еще есть? Привет, Грета, я уже пришла. О, Дилари, я как раз тут искала информацию, и знаешь что, я нашла столько всего полезного, мне столько надо тебе рассказать. Кстати, как вы встретились с Джейком, что он тебе говорил? Да, там ничего особенного, там рассказывать нечего. Я, в общем-то, сходила за продуктами. Эй, Дилари, какие продукты? Неужели все так плохо было? Ну, ему позвонили, и он ушел. А потом мы встретились еще на улице. Ну, в общем, ничего интересного. Я предлагаю нам сходить в кафешку, развеяться, и как раз ты мне расскажешь все, что ты нашла. Слушай, тебе не кажется, что уже слишком поздно туда идти? Скоро темнеть будет.
Да нет, пошли, мы же ненадолго. Успеем. Бери блокнот и пойдем. Ну, ладно, я тогда готова уже. Здравствуйте, можно, пожалуйста, 2 латте? Одно классическое, второе с малиновым сиропом. Да, конечно, ожидайте, ваш заказ скоро будет. Да, спасибо. Слушай, Грета, пойдем вон за тот столик свободный. Ну что, рассказывай, что ты там нашла. В общем, мы не до конца дочитали ту статью, и люди, которые не сделали ни одного убийства, не исчезают, а просто пропадают из рейтинга. Еще мне удалось узнать, что топ-3 людям в рейтинге выдаются деньги. И знаешь что? На первом месте в этом рейтинге мисс Пипкинс. Тебе это о чем-то говорит? Ну, разве что о нелепом прозвище. Ну да, это тоже, но помнишь, когда мы еще были маленькими, но уже были в классе в 1, во 2, наша учительница нам рассказывала, что в детстве ее называли Пипкинс. Ты понимаешь, о чем это говорит, понимаешь? Возможно, она просто не захотела со всеми делить первое место и денежное вознаграждение за это первое место, поэтому она сказала нам, чтобы мы не убивали, тем самым мы не попадаем в рейтинг. Ну, не знаю, про миссис Пипкинс звучит бредово. Вдруг это вообще другой человек, просто совпадение. Да в смысле, уже несколько вещей указывает на то, что наша учительница — это и есть миссис Пипкинс, которая на первом месте в рейтинге. Еще у меня есть очень важная новость, я оставила ее на конец, я думаю, ты будешь в шоке. Ну и что за новость? Здравствуйте еще раз, вот ваш заказ. Классический латте и латте с малиновым сиропом. Ого, так быстро. Спасибо большое. Приятного времяпровождения. Не буду вам мешать. Ну так вот, что за новость? В общем, не спрашивай, как я это нашла. Я у тебя хакерша просто. Короче, смотри. Это фотография Джейка? Да, и смотри, что тут ниже написано. В судную ночь родители 5-летнего мальчика Джейка Хаддисона были жестоко убиты мисс Пипкинс, которая находится на 3-м месте в рейтинге. Что это такое? Статья из газеты, которая была выпущена 10 лет назад. И когда ты пришла вся заплаканная, ты мне рассказывала, что Джейк хотел якобы убить нашу учительницу. Но вот теперь все сходится, понимаешь? Также тут написано, что Джейк работает в какой-то организации, которая помогает, чтобы, не жульничали люди при попадении в рейтинг. И, возможно, как раз-таки такая миссис Пипкинс была одной из тех, кто нарушил правила. Стоп, то есть получается, что он хотел отомстить ей и при этом помочь своей организации. Да, Дилари, я именно это и хочу сказать. Теперь осталось узнать это у него. Даже если это окажется правдой, то не думаю, что он нам это скажет. Но попробовать стоит. В общем, да, пока что это вся информация, которую я нашла, и... Стоп, ты слышишь это? Грета, кажется, это оповещение от системы о 2-й судной ночи. Нам нужно срочно бежать домой. Вдруг мы кого-то ненормального сейчас встретим. О боже, Дилари, я же говорила. Грета, успокойся, давай просто 5 минут переждем тут. Блин, Дилари, мне страшно. Грета, ты думаешь, мне не страшно? 5 минут уже прошло, и там вроде все затихло. Так что нам придется пойти туда. Иначе домой мы не попадем. И если ты думаешь, что на улице безопаснее, то оставайся здесь. Что, Джейк? Что это значит? Кто это стрелял? Дилари, опять ты. Это не важно. Слушай, это очень даже важно. Это ты кого-то убил, либо в тебя стреляли? Знаешь что, скажу тебе так, и то, и то. Она стреляла в меня. Если бы я не защитился, меня бы убили. Поэтому даже не смей говорить, что я не прав. Неужели мне нужно было подставить себя? Да я и не собиралась этого говорить, но кто она? Неужели это... Да, это именно та, о ком ты подумала, и она это заслужила. Значит так, Дилари и Джейк, сейчас мы идем домой, Джейк, ты идешь с нами, иначе к нам подойдет какой-то ненормальный, либо ненормальная и прикончит нас, поэтому мы все идем домой. Грета, что? Я в принципе не против, если вы так настаиваете, то я только за. Ладно, пойдемте уже, потому что тут реально небезопасно. Так, Джейк, проходи, постоишь вон там, вот, а Дилари мне хочет что-то сказать, наверное. Да, Грета, я хочу тебе сказать то, что это мой дом. Почему ты решила, что он сюда придет? Я, конечно, не против, но ты даже не обговорила это со мной.
Я вообще-то все слышу. Если я тут мешаю, могу уйти. Ох, ладно, не нужно никуда уходить. Все, я пойду, наверное, приготовлю нам место, посмотрим фильм. Хорошо, Дилари, если будет нужна наша помощь, зови, а я пока что тут с Джейком переговорю. О, мне как раз тоже надо было с тобой поговорить. Ладно, Джейк, у меня уже не такая уж важная тема, поэтому говори, что ты хотел. Ну, в общем, только обещай, что не скажешь Дилари. Ну, это смотря какая новость. В общем, ладно. Мне нравится Дилари, и я не знаю, как ей об этом сказать. Джейк, там немножко Дилари за спиной стоит. Дилари, привет, вот мы с Джейком пришли. Боже, какой милый малыш. Мама, это что, мой братик? Да, милая, это твой братик. Смотри, какой маленький. Ого, он мне так нравится. Как я вас всех люблю. Давайте обнимемся.